COVID-19 во всем мире унес жизни более 6 миллионов человек. Всемирная организация здравоохранения называет инфекцию одной из самых смертоносных за всю историю человечества. Сегодня участники научно-практической конференции говорят о последствиях пандемии. Пандемия в мире уже закончилась, и сегодня нет пика заболеваемости вирусом. Сейчас медики ведут борьбу с другой проблемой – последствиями ковида. Каждый третий человек, который перенес инфекцию, жалуется на понижение иммунитета, потерю обоняния и вкуса. На заболевание сердечно-сосудистой системы страдает и центральная нервная система. В зале как ингушские специалисты, так и участники из других субъектов СКФО. В ковидное время каждый на своем участке боролся за жизнь и здоровье людей. Тема COVID-19, она, мне кажется, еще долгое время будет актуальной. Но ни для кого не секрет, что фактически все мы, каждый на себе прочувствовал эту тяжелую инфекцию. И был острый период, когда мы были незнакомы с ней. Мы не знали, как работать с этой инфекцией. Особенно тяжело в пандемию было беременным женщинам. В медицинских учреждениях республики функционировали ковидные отделения для рожениц. О том, какую работу вела кафедра акушерства и гинекологии, рассказывает Зарета Гатагажева. Действительно, проблема была значимая для всех, не только для беременных и новорожденных, но и для всех в нашей стране и в мире. И те осложнения, которые, к сожалению, сегодня непредсказуемы, и мы встречаемся в практике, потому что мы практикующие врачи, и мы видим, какие осложнения на сегодняшний день мы имеем в стационаре, они очень значимы. И сегодня я думаю, что те знания, которые мы получим, делясь опытом, помогут в дальнейшей нашей практической работе. На одной площадке у специалистов есть возможность обмениваться опытом, поделиться интересными клиническими случаями. Такие полезные встречи на площадке НГУ проходят традиционно. Конференцию мы проводим по инициативе ректора Ингушского государственного университета Албаковой Фатимы Юсуповны. В 2002 году был открыт научно-исследовательский центр по изучению осложнений и последствий пандемии COVID-19. И в промежуток вот этого времени наши студенты, преподаватели, ученые набирали материал по данной тематике. И вот в настоящая международная конференция как раз влилась вся эта тематика, которую мы изучали. В период пандемии мы знаем, что этой проблемой занимались не только ученые, этой проблемой занимались и наши студенты, наши волонтеры-медики приняли активное участие в работе. Кстати, наши волонтеры и кураторы, руководители были награждены медалью памятной «Мы вместе». Мы очень остро ощущаем, постоянно сталкиваемся с пациентами, у которых есть последствия различной степени тяжести после перенесенного заболевания COVID-19. Не только у пациентов, которые находились на стационарном лечении, также последствия у пациентов, которые и лечились амбулаторно. Это различного вида последствия, психологические, психические, какие-то соматические заболевания, связанные с заболеваниями сердца, заболевания нервной системы, акушерские заболевания. То есть последствий различных очень много. Научно-практическая конференция в первую очередь пригодится студентам медицинских факультетов. Доктора наук, практикующие врачи делятся личным опытом и знаниями о работе с ковидными пациентами. Данные конференции, они очень полезны для в целом развития студентов, для того, чтобы они могли поучаствовать и в научной деятельности, и послушать новейшие новости из сферы здравоохранения, и себя показать, и на других посмотреть, и как-то развивать свои способности. Я благодарна Ингушскому вузу медицинскому за предоставленную возможность мне, моим одногруппникам пообщаться с такими специалистами в медицине, за предоставленную возможность выступить со своим докладом. Мы работали с кафедрой гистологии, с моим руководителем Гамаевой Фатимой Баталовной, провели научную работу и очень рада, что получится выступить, показать проделанную работу. Каждая конференция носит свои какие-то новшества, дает какие-то новые знания. Надеемся, что с каждым годом мы будем вот так сотрудничать, приезжать, выступать и делиться своими знаниями. Пандемия оставила очень большой отпечаток в жизни практически каждого человека. Все, безусловно, доклады были очень интересные, содержательные и поднимались актуальные вопросы. Приехали из другого региона студенты, также участвуют студенты из других факультетов. Мероприятие проходит очень интересно.
В конференции также приняли участие специалисты вузов из Центральной России через онлайн-подключение. На встрече подняли вопросы статистики и методах работы в конкретных регионах. Лина Цичуева, Джамалил Султыгов, Новости 24.